Культура Кыргызстана середины 19-го, начала 20 веков. Рассмотрим два вопроса. Развитие устного народного творчества, развитие письменной культуры. Второй вопрос. Образование, начало научных исследований Кыргызстана. Вопрос первый. Развитие устного народного творчества. По мнению русского ученого Радлова, кыргызы в XIX веке находились в самом расцвете эпического творчества. Это находило свое подтверждение в искусстве манасчи, сказателей океаноподобного эпоса «Манас», художественное содержание которого достигло апогея в процессе неустанного совершенствования. Исполнение эпоса было особо почетным и популярным среди кыргызов. Самые видные исполнители этого жанра – Балык, Кельдибек, Назар, Чомбаш, Телтай, Калмырза, Суранчи, Чуодан, Жандаке и другие – именовались в народе великими манасчи и пользовались большим уважением. Эти народные таланты, каждый в меру своих сил, совершенствовали нетленное наследие предыдущих сказителей. Каждый манасчи считал своим долгом передать свое умение и искусство другим талантливым исполнителям. Например, учениками манасчи Джапай-Улы Тыныбека были сказители Сагымбай, Калыгул, Тугулок Молдо, Байбагыш, Донгузбай и другие, дожившие до нашей эпохи. Об удивительном мастерстве этих гигантов слова говорит тот факт, что однажды известные манапы Шабдан, Байтик, Суарамбай и Озбек близ Тахмака в саду, названном именем Саарамбая, в течение 30 дней подряд слушали эпос «Манас» в исполнении сказителя Тыныбека. Великие сказители при исполнении Манаса до того входили в образы героев и эпическую ситуацию, что сами становились как бы соучастниками событий. Одним из таких манасчи был Сагымбай Орозбакулу. Сагымбай манасчи был родом из аила Кабырга, что на Иссыкуле. Познал эпос от современных ему сказителей-мастеров. Записанный в его исполнении вариант эпоса «Манас» характеризуется высокохудожественным содержанием, законченной композицией и патриотической направленностью и вошел в духовную сокровищницу кыргызского народа как высокий образец монументального художественного творчества. Вариант Уразбакова отличали богатая фактографическая насыщенность, красочное фольклорное обрамление. Все это свидетельствовало о его большой творческой индивидуальности и высоком мастерстве. В этот период окончательно сформировались и художественно отшлифовались малые эпосы. В «Дастане Кожаджаш», повествующем о смелом, но неразумном охотнике, отражена основанная на вековом опыте кыргызов идея о необходимости сохранения природного равновесия, бережного отношения к животному миру и развития экологической культуры. В эпосе «Эртуштук» нашли воплощение самые древние представления кыргызов о строении Земли и Вселенной. Это было своеобразное поэтическое пособие, по которому можно рассуждать о взаимоотношениях людей, понятиях добра и зла, и которое служило развитию общественного сознания того времени. О политической ситуации в Центральной Азии, самоотверженной борьбе кыргызов против захватчиков и уйротов, повествовали появившиеся в 17-18 веках малые героические эпосы Джаныш-Баиш, Курманбек, Эртабалды и другие, получившие широкое распространение по всему этому региону. В «Дастане Джанул-Мырза» воспевалась борьба женщин древней воинственной эпохи за свободу и равноправие. Творческие искания народа нашли новое воплощение в произведениях акынов и национальных мыслителей. Свое мастерство слова акыны и певцы доказывали в состязаниях-импровизациях. Среди них за свои высокохудожественные произведения философское осмысление бытия особое уважение народа приобрел Дженижок. Великий акын кыргызского народа Токтагул Сатылганов заслужил широкое признание за то, что пел о тяжелой судьбе своего народа, воспевал в своих песнях идеи справедливости, скрывал существующие классовые и социальные противоречия, обличал власть имущих. Знаменитый поэт-импровизатор Барпы Алыкулов был родом из кишлака Аче, территория современного Сузакского района. Его песни-наставления характеризовались богатством глубоких дидактических и философских размышлений. Помимо остро-социальных произведений, он создал целый ряд дастанов наставлений о сущности мира, человеческого бытия, перипетиях эпохи, много лирических песен. Одним из учеников Токтагола был поэт-импровизатор Эшмамбет Байсиет-Улу. Его песни всегда отличала образность, философская содержательность, острая полемичность. Большое поэтическое и импровизаторское мастерство ярко выражалось в состязаниях с такими известными акынами, как Дженижок, Джаныбай, Хуран, Найманбай, Барпы, Халык. Богатая духовная культура народа находила свое выражение не только в эпосах, устном народном творчестве или в песнях акынов-импровизаторов, но и в наследии народных мыслителей. Значительный след в ораторском искусстве и философской мысли кыргызов XIX века оставил Калыгул Бай-Улу. Глубиной, значительностью, прозорливостью своих размышлений, способностью предвидеть события, мыслитель снискал в народах большое почитание. Его назвали Калыгул-Олуя, Калыгул-провидец. Известный манасчи Сагымбай говорил о Калыгуле. Калыгул-акын является отцом кыргызских акынов. В народе не сохранились имена певцов, не связанных с Калыгулом. Все истоки восходят к нему.
Его дидактические произведения «Слово Калыгула», «Конечный век», «Наставления», «Похвала Иссыкулю» и другие воспринимались в народе как мудрые наставления и потому имели огромную популярность. Одним из продолжителей этой формы восточного поэтического красноречия был Арстанбек Буйлаш. В народной памяти он остался как автор наигрышей на камузе и песенных мелодий. В главном произведении его творчества «Тар-Заман» «Попраный мир» собраны поэтические рассуждения об обществе, политике, бытии в связи с конкретными историческими условиями. Размышляя о современной ему политической жизни кыргызов, Арстанбек во многом осуждал присоединение Кыргызстана к России. По его мнению, целесообразнее было присоединиться к созданному в Восточном Туркестане государству Джахыкбека Джейтей-Шаар. Эти мысли Акына являлись отражением противоречивых настроений кыргызского общества в современную ему эпоху. В поэтических произведениях Калыгула и Арстанбека очень образно и наглядно в четкой и краткой форме дается глубокая суть явления и вещей. Каждая строка их песен характеризуется высокой художественностью, продуманной лаконичностью и содержательностью. Свидетельством тому стали факты использования в народе многих высказываний и сентенций этих ярких мыслителей в качестве пословиц, поговорок и других фразеологизмов. Развитие письменной культуры. Известно, что в XVIII веке кыргызы, хотя и изредка, но пользовались новой письменностью, о чем свидетельствует послание глав родов атакейским властям. В то время кыргызы использовали чагатайское письмо на арабской графике. Из акынов, впервые начавшие писать свои произведения на исконно кыргызском языке, самым видным был Молдо Нияз. Родился акын в Баиле Кызылбулак в окрестностях Хаша. Образование получил в местном медресе, а затем в учебном заведении такого же типа в городе Кашгаре. Его произведения знали не только южные, но и северные кыргызы. Высоко ценилось собственное исполнение автора. Молдо Нияз с философских позиций суфизма к понятиям «добре и зле», «жизни и смерти», «сущности бытия». Содержание его творчества объяснялось хорошим знакомством с восточной поэзией. В творчестве Молдо Нияза отражались мировоззренческие представления различных социальных слоев о морально-этических нормах. До нас дошли только 3 из 7 его рукописей. Сонат Рылары, поэтические наставления. Они представляют для нас интерес и ценность, так же, как одно из первых письменных наследий кыргызской поэзии. Традиции письменной кыргызской поэзии, заложенные Молдо Ниязом, уже после присоединения к России продолжили другие приобщенные грамоте мастера слова. Один из них, Байымбет Абдурахманов, родился в местности Курткав на Рыне. К поэзии приобщился через своего дядю по отцовской линии, песенника Музооке. Байымбета Абдурахманова было неразрывно связано с устным народным творчеством, переживавшим в ту пору небывалый расцвет. Сопровождая знаменитого Манашчи Танибека, молодой поэт заучивал целые фрагменты эпоса «Манас». Манашчи Танибек высоко оценил его грамотность и дал ему творческое имя Тоголок Молдо. Как наставник он всячески способствовал развитию таланта ученика. Тоголок Молдо сочинял разножанровые обрядовые песни, предания и сказы. Кроме того, он оставил нам целый ряд собственноручно записанных эпизодов из эпоса «Манас». Известнейшим акыном-письменником кыргызского народа был Молдо Кылыч Шамырхан Улу. Получив начало образованности умул, далее он учился восточной поэзии, историей литературы, философией. В 1911 году издал в городе Казани сборник газелей «Зилзала» «Стихия», дословно «Землетрясение». Это было первое печатное произведение кыргызской поэзии. В своем творчестве Молдо Кылыч, как и другие мыслители нашего народа, стремился отразить наиболее злободневные вопросы общественной жизни. Понятно, что его философские и мировоззренческие позиции во многом определялись условиями феодально-патриархальных устоев, социального неравенства, существующим в обществе. С присоединением Кыргызстана к Аканскому ханству на местное население усилилось влияние исламской религии. В связи с этим в творчестве Молдо Кылыча довольно явственно проявлялись и религиозные мотивы. В эпоху главенствования религиозной идеологии развитие духовной культуры в русле религии – закономерное явление. С этой точки зрения можно понять установление Молдо Кылыча о соблюдении всех без исключения правил ислама. Даже такие философские понятия, как «добро» и «зло», он пытался объяснить, исходя из религиозных канонов. Однако это не дает никакого основания считать его произведения реакционными. Молдо Кылыч проповедовал, что счастье человека не в материальном богатстве, что истинное счастье зависит от духовного мира и широты его сердца. И особо подчеркивал, что злой, ленивый, скупой, мстительный человек никогда не сможет быть счастлив. Молдо Кылыч призывал к добру, воздержанности, скромности, здравомыслию и, наоборот, избегать честолюбия, зазнайства, аморальных намерений. Говоря о добре и счастье, их основой он считал семейное благополучие. Он говорил, что хорошая жена – свет в доме, опора в жизни, а плохая – предвестница несчастья, печаль в семье.
Основу творчества Молдо Кылыча составляло стремление, в первую очередь, воспитать его духовные и моральные качества, раздвинуть границы мировоззрения человека, его отношения к обществу. Продолжало развиваться музыкальное искусство. Народные музыканты достигали высшего мастерства в игре нокомузи, каяки, темир-комузи, чоори, кирней-сурная, сабазлы, других музыкальных инструментах и создавали высокохудожественные произведения. Ярким мастерством и профессионализмом выделялись Куренке Белекулу, Ниязалы Борошулу, Кары Молдо Орозулу, Богачи Жакыбекулу, Ибрай Туман Улу и другие. Своими разножанровыми, но торжественными и веселыми, то печальными и грустными, глубоко философичными и эмоциональными произведениями они несли нетленный вклад в духовную культуру нашего народа. Многие произведения позже были переложены на ноты кыргызского искусства. Первые историки и просветители. В результате присоединения Кыргызстана к России активизировались взаимоотношения кыргызов с издавна проживавшим на ее территории тюркскими и мусульманскими народами. Особенно в этом отношении были благотворными взаимосвязи с родственными кыргызам, татарами и башкирами. Эти народы сыграли большую роль в развитии кыргызской культуры, послужили своеобразным катализатором для начала ее научного исследования, оказывали поддержку талантливым представителям кыргызского народа, содействовали в печатном издании их трудов и произведений. Одним из таких талантливых людей был первый письменный историк кыргызов Османалы Садыкулу. Видным исследователем и летописцем истории кыргызов был Белек Султангельди Улу Султаноев. Сохранившийся в рукописи труд Султаноева «Кыргыз-казак тарыхы» или «Кызыл-кыргыз тарыхы» считается важным документальным источником истории Кыргызстана. Он написал ряд поэтических произведений, был хорошо знаком с историческими, философскими и этнографическими трудами видных деятелей русской и мировой культуры. В описании истории кыргызов Султаноев вплотную приблизился к классовому пониманию ее развития. Его деление общества на социальные группы, оперирование понятиями классов и классовой борьбы свидетельствовали о знакомстве летописца с марксистско-ленинской литературой. В его трудах даны сведения о знаменитом представителе тюрко-мусульманской культуры средних веков Махмуде Кашгари, легендарных мыслителях кыргызского народа Толубая Сынчи, Асан Кайгы и таких известных акынах-дидактиках, как Калыгул Арстанбек, Молдо Кылыч. После вхождения Кыргызстана в состав России в кыргызском обществе оживилось просветительское движение. Видным представителем плеяды просветителей того времени был Ишиналы Арабаев. В дело просвещения и развития культуры кыргызского народа большой вклад внес Ибраим Абдурахманов. Образование, здравоохранение. С вхождением Кыргызстана в состав России начались коренные изменения в системе образования. В Кыргызстане росло число школ, повысился уровень обучения, изменилось его содержание. Раньше кыргызы, как и другие мусульманские народы, обучали своих детей в религиозных школах медресе. Начиная с 1886 года, наряду с ними русские власти организовали так называемые русско-туземные школы. В этих учебных заведениях, кроме традиционных мусульманских дисциплин, изучался русский язык, литература, начало светской культуры. В программу их входили такие предметы, как арифметика, география, история, природоведение и другие. В 1883 году в Волжском уезде действовала 41 школа, в которой обучался 391 ученик. В 1914 году таких школ было 229, где обучалось 3200 учеников, из них 33 девочки. В Каракольском уезде 128 школ и 2300 учеников. С начала 20 века появились и получили широкое распространение новометодные школы, где практиковалось звуковое изучение грамоты. В этот период имело место резкое увеличение количества медресе, высших мусульманских учебных заведений. К примеру, если в 1892 году по всему Южному Кыргызстану было 7 медресе, то к 1914 году только в Волжском уезде функционировало 88 медресе. Выпускники этих учебных заведений становились муфтиями, казы, преподавателями, школьными учителями и так далее. В городах Пишпеке и Караколе были открыты сельскохозяйственные школы, как начальное звено специально-профессионального обучения. Обучавшаяся в них кыргызская молодежь, наряду с новыми методами хозяйствования, учила также русский язык, основы арифметики, истории, физики, ботаники, зоологии и другие предметы. С 1870 года для детей русских переселенцев начали открываться партикулярные, гражданские и церковные начальные учебные заведения. В 1897 году в Пишпеке была основана начальная прогимназия, а в 1910 году мужская гимназия. В Караколе в 1911 году была открыта прогимназия для девочек. Хотя и в небольшом количестве, в этих учебных заведениях получали образование и кыргызские юноши и девушки.
Несмотря на ограничения, устанавливаемые содержанием колониальной политики, организовывались пункты просвещения, библиотеки, где можно было ознакомиться с периодической литературой, журналами и газетами. В них поступали новые книги на русском, татарском, казахском, узбекском языках. С 1911 года начали издаваться типографским способом произведения кыргызских поэтов и просветителей Молдо Кылыча, Ишаналы Арабаева, Осмолалы Садыкулу, что было воспринято кыргызской общественностью с большой теплотой и интересом. В 1914 году в Пишпеке начал работать первый кинотеатр «Эдисон». Разительные изменения произошли в эти годы в области здравоохранения. Начали работать стационарные гарнизонные лазареты. Чуть позже в городах стали появляться фельдшерские пункты для гражданского населения. В 1900 году в Аше открылась первая городская больница. В 1913 году в Кыргызстане функционировало 4 городские и 2 сельские больницы, где больным оказывалась профессиональная медицинская помощь. По общеевропейской методике к кыргызскому населению начали проводить прививки против оспы, брюшного тифа. Отдельные представители кыргызского населения привлекались к деятельности здравоохранительных учреждений, что послужило приобщению их к основам некоторых областей научной медицины. Начало научных исследований Кыргызстана. Вторая половина XIX – начало XX веков стали эпохой научного открытия Кыргызстана. Для получения преимущества приоритета в скрытом противоборстве с Великобританией за обладание Кыргызстаном Россия выделяла большие средства для всестороннего изучения этого региона. Целый ряд российских научных учреждений посылали в эти районы Центральной Азии своих ученых-этнографов, историков, географов, горных инженеров и других специалистов в составе регулярных военных экспедиций. Последние экспедиции в первую очередь преследовали военно-разведывательные цели, но ученые-исследователи, каждый по своей линии, собирали сведения и материалы для научных обобщений и выводов. Одним из видных исследователей Центральной Азии был Чохан Чонгызович Валиханов, внесший неоценимый вклад в приобщение этого ранее почти неизученного региона в круг интересов мировой науки. Собранные им сведения имеют большое значение в изучении географии, фольклора, истории, устного народного творчества Кыргызстана. Большой вклад в изучение Тенир-Тоо, в том числе и Сыкульской котловины, внес Семенов Тяньшанский. В 1856-57 годах он составил орографическую схему этого региона. В ходе своих экспедиций он собрал обширный научно-достоверный материал, доказав ошибочность сведений европейских ученых о вулканическом происхождении гор Тенир-Тоо, о том, что из Иссык-Куля вытекает река. Его исследования послужили важным источником для изучения горной системы Тенир-Тоо. Позднее Семенов Тяньшанский инициировал еще несколько научных экспедиций для изучения этого края. В последующем комплексном исследовании Центральной Азии в 1870-1888 годах неоценима роль Николая Михайловича Прижевальского. В ходе своей 5-й экспедиции Прижевальский умер от брюшного тифа, похоронен близ города Каракола на берегу Иссык-Куля, где ему поставлен памятник. Город Каракол был назван его именем и носил его с 1889 по 1920 и с 1939 по 1991 годы. Особое внимание русских ученых в исследовании малоизученного региона привлекало монументальное творение кыргызского устного народного творчества эпос «Манас». К примеру, еще в те годы известный русский ученый Радлов и ориенталист-казах Вальханов основали отрасль науки о кыргызском эпосе. В своих предварительно-научных исследованиях текстов эпоса и его исторического содержания они открыли первую страницу кыргызской фольклористики. Записанный Чоханом Валихановым в 1856 году фрагмент эпоса «Кокейдейн Аши» «Поминки по Кокейтее» был впервые опубликован на русском языке в 1901 году в его посмертном труде «Джунгарские очерки». В 1862 году Радлов записал из уст сказителя рода Бугу еще один большой эпизод эпоса «Манас», а затем в течение 1864-1869 годов вел записи всех 3 его частей в исполнении манасчи из рода Сары-Багыш. Записанные им фрагменты «Манаса» общим объемом 14 тысяч строк были изданы в русской транскрипции на кыргызском языке в Санкт-Петербурге, а в 1885 году в немецком написании в Лейпциге. В истории кыргызской культуры это явилось особенно знаменательным событием. Этнографические сведения о кыргызах. Манасы публиковались в русской и европейской литературе еще в 1861-1917 годах. Это были труды академика Бартельда, венгерского исследователя Алмашина, русского путешественника Семенова Тяньшанского и других, в которых давалась и общая характеристика, и другие многочисленные особенности этого шедевра кыргызского народного творчества. Например, русский ученый Мелиоранский в своих работах рассматривал исторические пласты эпоса.
Корж высказывал свою точку зрения о самобытности поэтики и жанровых особенностях эпоса. В 1903 году вместе с организованной Русским географическим обществом комплексной научной экспедиции в Кыргызстан прибыл художник Смирнов. В Чуйской долине он записал от знаменитого кыякчы-исказителя Кенжек-Хара отрывок из Семитея, вторая часть эпоса «Манас», и перевел его в прозе на русский язык. Смирнов поместил его в своей книге «В степях Туркестана», изданной в 1914 году. Кроме того, Смирновым была осуществлена фонозапись в исполнении Кенжек-Хара, нарисовано множество набросков о жизни и бытие кыргызов. Бесценный вклад в систематизацию истории кыргызского народа внесли ученые Бартольд, Аристов, Малов и другие. Труды русских исследователей Северцева, Каульбарса, Фетченко, Мушкетова, немецких ученых Фридрихсена, Керцбахера, американцев Дэвиса, Хантингтона послужили фундаментом для осмысления Кыргызстана как научного феномена. Таким образом, именно с вхождением Кыргызстана в состав России началось его систематическое и комплексное научное исследование. В конце XIX – начало XX веков, в период поэтапного вхождения кыргызов в состав России, началось широкое научное изучение общества, истории, культуры, природы Кыргызстана. В ходе военных, разведывательных, научных экспедиций русские и другие ученые, изучая географию, этнографию, фольклор, историю этого региона, закладывали основы последующего развития Кыргызстана в мировом сообществе. Несмотря на другие издержки колониальной политики, это было прогрессивной стороной вхождения Кыргызстана в состав России. Теперь вкратце о развитии материальной культуры кыргызов. Жилище. Кочевой образ жизни и патриархальный родовой быт оставили неизгладимый след в материальной культуре кыргызов. Весь их окружающий быт и средства существования – жилище, утварь, одежда, пища, орудия – были обусловлены особенностями кочевого образа жизни, необходимостью оперативной перемены места кочевки и сезонным характером ведения хозяйства. Исторические сведения и широкомасштабные археологические исследования, проведенные в Южной Сибири, Алтае, Тиниртоо, Семиречье и Памире, подтверждали, что кыргызы в своей материальной культуре были непосредственными носителями и продолжателями древних кочевых традиций, идущих от саков, усуни, хунов, монголов. Так, схожесть переносных жилищ усуни с юртами кыргызов, изображений одеяний древних тюрок на каменных памятниках с найденными позднее образцами одежды и обуви из могильников Кенкола доказывает тесные этнические связи кыргызов с другими народами этого региона. У кыргызов было два вида жилища – переносные и стационарные. Основным жилищем кочевых и полукочевых кыргызов была юрта, в ней проходила вся их жизнь. Соответственно, на протяжении многих веков опыт и практика способствовали совершенствованию составных частей этого жилища. Юрта быстро и надежно собиралась, легко разбиралась и была удобна для транспортировки. При перекочевке с одного стойбища на другое деревянные конструкции юрты, кошму и другие необходимые части вьючили на лошадей, верблюдов и яков. Величина и убранство юрты зависели от социального положения ее владельца. Баи и манапы жили в больших белых юртах и помимо этого ставили еще несколько дополнительных. Подавляющая же часть кочевников имела одну небольшую юрту. Декоративно-прикладное искусство. С древнейших времен у кыргызов были развиты прикладные виды искусства. Их материальной базой служило домашнее производство, связанное с обработкой продукции животноводства, древесины, металлов и так далее. В нем участвовал каждый член семьи независимо от возраста, и старший, и младший. Появление и развитие различных ремесел было обусловлено не только практическими нуждами кочевого образа жизни. Значительную роль играли также внутренние духовные запросы, тяга народа к красоте, совершенству, стремление к удовлетворению эстетических потребностей, использованию всех возможностей для улучшения и украшения быта. Несмотря на то, что кочевой образ жизни в силу объективных причин ограничивал и сдерживал развитие отдельных видов прикладного творчества, многие предметы домашнего быта, утвари, длительного пользования, внешние и внутренние конструкции юрты, ювелирные украшения, конная упряжь и другие, а также элементы убранства юрты, женская, мужская одежда и так далее, отличались высоким уровнем художественного исполнения, разнообразием форм, оригинальностью орнамента и узоров, разноцветием красок и фантазий. В силу кочевых условий жизни кыргызов в их быту большое место занимало изделия из кожи, различная посуда, сосуды, конская сбруя, сундучки, футляры и так далее, которые нередко отличались неповторимостью форм и отделки. При украшении кожаных изделий применялись различные способы нанесения узоров, выдавливание с внутренней и внешней стороны, горячее тиснение, а также отделка металлом – серебро, золото, медь. Традиционным было ремесло ювелиров и мастеров по металлу.
Народные мастера применяли самые разнообразные виды обработки металла: насечку по серебру, чеканка, штамповка, ажурная резьба, зернь. Особенно ценились в народе украшения и изделия из серебра: кольца, серьги, браслеты, накосные подвески, пуговицы и застежки. Не менее богатым был опыт резьбы по дереву. Декоративной резьбой украшали конструктивные части юрты, сундуки, деревянную кухонную утварь, музыкальные инструменты, отдельные предметы конного снаряжения. Иногда резьба сочеталась с росписью, что придавало изделиям особую выразительность. Таким образом, декоративно-прикладное искусство кыргызского народа, являясь неотделимой частью национальной культуры, отражало его менталитет, духовный мир, художественное видение и историко-этнические связи с другими народами.